Сегодня наша республика отмечает свое 96-летие. Она была образована 22 августа 1921 года. Вначале это была автономная область Коми, а спустя 15 лет была преобразована в республику. Коми – это уникальный северный край, где соседствует цивилизация и места, где не ступала нога человека. Регион богат полезными ископаемыми, а лесами занято более 70% территории. Не зря нашу республику называют легкими европейского севера. Но все же главное богатство – это люди, те, кто любят свой край и вкладывают все свои силы в будущее республики. Мы с вами живем на уникальной и прекрасной земле. Здесь живут, воспитываются наши дети, внуки. Мы связываем республику с сегодняшним настоящим и строим планы на будущее. Разрешите пожелать всем вам процветания, спокойствия, уюта в домах и тепла в ваших сердцах. С праздником, дорогие земляки, с Днем Республики! Главные праздничные мероприятия, посвященные 96-летию Коми, проходят сегодня в столице региона. А в Сосногорске сегодня по традиции открыли обновленную доску почета. Новоиспеченные почетные жители, как и их предшественники, несомненно заслужили уважение местных жителей и властей своим трудовым и общественным вкладом в развитие и процветание Сосногорского района. Со словами благодарности и признания к ним обратился руководитель администрации района Виктор Шомисов. Я хочу искренне поблагодарить вас за тот вклад, который вы вносите в развитие города, района, за ваш труд. Большое вам спасибо, счастья вам, успехов дальнейших в работе, здоровья, конечно же. И я хочу, чтобы вы оставались по-прежнему примером для молодежи, которая следом за вами или вместе с вами работает. Еще раз всех с праздником! Чести занесения на доску почета удостоены люди самых разнообразных профессий и званий. Учителя и машинисты, врач и тренер, сотрудники полиции, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, работники градообразующих предприятий, а также ресурсоснабжающих компаний города и многие другие. Раскладчик лекал 6-го разряда Сосногорской швейной фабрики Ольга Главицкая проработала на предприятии 15 лет. По словам Ольги Николаевны, работа ей, безусловно, нравится. А теперь, когда ее труд был оценен так высоко, она говорит большое спасибо своим учителям. Для меня это было, конечно, неожиданно. Я не думала, что вот так меня отметят. Для меня это большая честь. Во-первых, я обязана своим достижением моим учителям, которые до меня работали. Политова Вера Семеновна и Варлахова Татьяна Федоровна. Благодаря им, учителя мои были хорошие, поэтому и работа нравится. Виновников торжественного события поздравили и почетные гости. Хочу поздравить всех с Днем Республики. И, конечно же, сегодня мы чествуем наших самых достойных граждан Сосногорского района, которые отныне их фотографии и фамилии будут внесены на доску почета. Я поздравляю вас! Вы самые лучшие! Желаю вам успехов, здоровья, счастья, благополучия и большое вам спасибо за вклад в социально-экономическое развитие нашего района. Сегодня дважды, трижды даже праздник. Очень замечательно. Мы их поздравляем, мы им напутствуем и желаем впредь, чтобы, не теряя своей марки, держать всегда так. Чтобы подрастающее поколение всегда видело в них достойную смену, достойных руководителей и наставников. Ответное слово от имени тех, чьи имена теперь внесены в историю района, прозвучало от ветерана труда Марии Будиной. Нам посчастливилось попасть на доску почета. Я хочу поблагодарить руководство нашего района за внимание пенсионерам и ветеранам. Нашим жителям района я хочу пожелать трудиться добросовестно и честно, так, как трудились мы.
Церемония, приуроченная ко Дню Республики Коми, получилась волнующей и радостной. Каждый, чья фотография занесена на доску почета, получил на память специальное свидетельство об этом событии. Гости и награждаемые по окончании торжественного вручения не торопились расходиться. Многие фотографировались на память, да и просто беседовали друг с другом, делились впечатлениями и общей радостью. Также на торжественном мероприятии чествовали и сосногорскую семью Красноперовых. Владимир и Людмила в браке уже 33 года. Воспитали двоих сыновей. Историю своего первого знакомства бережно хранят в памяти и называют ее не иначе, как судьбой. Я попал в больницу, а Людмила там работала медсестрой. И я сразу влюбился в нее, а потом, когда меня выписали, я позвонил, сказал, приходи. А она сказала, приду, если ты... Поздравляем вас. Спасибо вам огромное. Если ты скажешь, что я люблю больше всего, я взял и... 3 попытки я Володе, в общем-то, дала и сказала, ну давай, попробуй угадать. А у меня первое, Володя что в голове с было, первой я сказал, попытки. мороженое. И такая Это пауза действительно была. было И через какую-то несколько секунд она сказала, даже не понимаю, как ты мог угадать это все. Ну и, конечно, пришла. Нет, не так. Он сказал, Володя, что у меня как раз есть мороженое. Я Вот- говорю, да ладно. Вот И в спорить, итоге- это у нее любимое занятие. И в итоге он говорит, точно. Я говорю, приду, проверю. Ну и пришла, проверила, мороженое было. Это точно, это факт. За любовь и верность, пронесенные сквозь десятилетия, супругов наградили медалью. Главный секрет семейного счастья, по их мнению, это доброта, терпение и хорошее отношение к людям и друг другу. Конечно, и сложности бывают, конечно, и трудности бывают. Но я всегда говорю так. Самое главное – это мы вместе. Ну и, конечно, поддержка друзей, родных, близких. Ну и это тоже, в общем-то, немаловажный От себя фактор. могу сказать, что просто Людмила – это ангел мой, хранитель и берегиня моя. Праздничные мероприятия в рамках 96-летия региона стартовали еще на минувшей неделе практически в каждом муниципалитете. Это выставки, ярмарки, фестивали, которые раскрывают весь потенциал нашей республики. Особо можно выделить первый межрегиональный фестиваль воздухоплавания в Сыктывдинском районе, слет малой и сверхлегкой авиации в селе Карткерос, а также выставку достижений народного хозяйства «Достояние Севера». Она прошла в Сыктывкаре. А в Сосногорске накануне главного государственного праздника республики состоялся большой праздничный концерт. Сегодня День Республики, нашей Российской Республики. Я хочу пожелать всего веселого дня и всем здоровья. Хочу отметить этот праздник самым лучшим во всей вселенной. Каждый, кто в этот день был на площади, по праву может считать себя строителем будущего нашей республики, вкладывая частичку собственной души в становление и развитие суровой северной и вместе с тем такой родной и любимой республики Коми. Краевед Валерий Хозяинов – автор множества книг о деревнях и селах нашего района. Он говорит, что такие даты рождают в нем всегда только радостные чувства. Дело в том, что 96 лет назад Коми народ впервые обрел свой государственный статус. Он жил в 4 или 5 губерниях: Архангельская, Вологодская, Тюменская. И вот обрел он, то есть стали жить вместе на одной территории. Уникальный Северный край уже давно стал домом для всех, независимо от национальности, религиозных и политических убеждений. Здесь уютные города и села, талантливые люди и самобытная культура. День Республики – это когда все наши национальности объединяются в одно целое. Когда вот сегодня на нашем празднике зарождение жизни. И вот когда зарождается жизнь с нашими национальностями, когда мы все вместе дружно стоим за кулисами, когда мы всех поздравляем, когда мы дарим свои песни, свою любовь, свое настроение нашим жителям. Вот это и есть День Республики. С праздником всех! Этот праздник, его ждут все жители города, и не только украинцы, а город наш многонациональный. Здесь живет более 70 наций и народностей. Поэтому праздник мы этот ждем, мы готовимся к нему. Ну и так как наша автономия уже более 20 лет существует, хор более 20 лет существует, мы всегда принимаем участие. И я очень благодарна всем, кто нас приглашает на этот праздник. Я поздравляю всех жителей нашего города, республики с этим праздником. Главная праздничная сцена в этот вечер отразила все богатство нашей многонациональной республики. Музика,
Помимо песен и танцев звучали и поздравления. Руководитель районной администрации Виктор Шомисов пожелал процветания и достатка каждой семье и всей республике в целом. Вот уже 96 лет она растет, развивается, и больше полувека самое активное участие в этом принимает наш Сосногорский район. Этот год у нас особенный, он главой республики объявлен годом добрых дел, и здесь значительную часть своей лепты внесли сосногорцы. Все добрые дела на Руси у нас ассоциируются с колокольным звоном. И сегодня он для вас прозвучит. Еще раз всех вас с праздником, достатка в ваших домах, любви ваших близких, удачи, здоровья, с праздником. Колокольный звон, о котором говорил Виктор Шомисов, это гости праздника фолк-группа «Колокол» из Владимира. Солистка группы Оксана Иващук, уроженка Сосногорска. Ее творческий путь начался здесь, в нашем городе. Девушка с особой теплотой вспоминает и о своем первом выступлении, и о своей наставнице. Да помню, во-первых, это было в «Горизонте», ДК «Горизонт», мой любимый клуб, в котором я выступала, принимала участие в конкурсе, по-моему, «Ступеньки творчества». Это 1991 год, где я получила впервые почетную грамоту. И когда мои знакомые получали диплом дипломанта, лауреата, я думала, как же я? А моя учительница Людмила Григорьевна Гордиенко говорила: Оксана, у тебя все впереди. Поэтому вот эти стены для меня очень родные, как дали путь, дорожку открыли в шоу-бизнес, так сказать, в музыкальной сфере. Пока артисты радовали зрителей, волонтеры на площади проводили благотворительную акцию «Сердечный пряник». Деньги собирались на лечение Киры Наумовой и Марины Осколковой. К слову, акция проводилась во второй раз, а придумали ее вместе школа волонтеров и благотворительная организация «Не чужие». Нам как-то надо собирать средства для больных ребятишек. Вот на операцию на несколько из детей таких, которым мы помогаем. Очень сложно собирать, сбор идут медленно. Мы думали, придумали такой сердечный пряник. Договорились с хлебозаводом. Они разработали эксклюзивный рецепт этого сердечного пряника, который нельзя купить в магазинах, которого нигде больше нет. Он только на наших благотворительных акциях для того, кто пожертвует какую-то сумму на лечение больных детишек. Но это очень вкусно. Мы уже такие акции проводили, и те, кто покупал, кому досталось, кому посчастливилось попробовать, приходят, покупают снова. Трехчасовая концертная программа, развернувшаяся на площади в этот вечер, включала в себя и театрализованное представление «Сказания о землекоме», и множество хореографических композиций, и весь спектр вокального искусства от национальных песен и популярной музыки до фолковых композиций от гостей праздника. Обожаю этот город, несмотря на то, что я здесь родилась. Здесь много моих друзей, одноклассников, мама, в конце концов, здесь моя живет. Я хочу пожелать, самое главное, любить природу, любить свою родину, быть счастливыми, здоровыми, и просто быть, просто жить и наслаждаться жизнью.